Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии, который давно стал одним из главных туристических событий республики и успешно популяризирует вечную мерзлоту, якутский холод и северное гостеприимство. В этом году прошел с 25 ноября по 1 декабря в онлайн-формате. Чем запомнился этот фестиваль участникам и зрителям в этом году, мы спросим у первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максима Карбушева. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ежегодный фестиваль «Зима» начинается с Якутии, призван в первую очередь привлечь сюда потенциальных туристов. В связи с сложившейся обстановкой почти все мероприятия фестиваля прошли в онлайн-формате. Скажите, как это отразилось на программе фестиваля? Что-то пришлось менять или просто перевели в онлайн? Действительно, пандемия внесла организацию фестиваля, и в этом году он у нас проходит практически 2 недели, будет заканчиваться 6 декабря. Все мероприятия у нас проходят в онлайн-формате. Одно из всеми любимых мероприятий для детей и взрослых, церемония зажжения первой российской елки у нас прошла в прямом эфире вчера на канале НВК «Саха». И формат действительно всех мероприятий он отличается от предыдущих лет, но, несмотря на это, он вдохновляет людей и дарит волшебную предновогоднюю атмосферу, приближая Новый год. Хотел бы отметить, что в общей сложности в рамках фестиваля у нас будет проведено свыше 50 различных мероприятий. Это выставки, мастер-классы, показы модные и так далее. Кроме этого фестиваля, «Зима» начинается с Якутии. В общем о туризме давайте поговорим. Какие еще направления туризма в нашей республике сейчас активно развиваются и поддерживаются вашим министерством? Фестиваль «Зима» начинается с Якутии, у нас относится к событийному виду туризма, который направлен в первую очередь на имиджевую привлекательность нашего региона. И министерство, безусловно, поддерживает аналогичные мероприятия. К примеру, мы который год уже проводим фестиваль «Полюс холода» в одном из самых холодных районов мира, это Ваймикони. В этом году уже будет 20 лет, как проводится этот фестиваль. Традиционно летний национальный праздник СЭХ, выставка «Бриллиантовая неделя Якутия» и другие мероприятия, которые направлены на развитие внутреннего и въездного туризма в нашей республике. Вернемся к фестивалю. Одно из главных и любимых мероприятий фестиваля – это гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Онлайн-формат, как он проходил в этом году? Да, в этом году гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» был 7-й по счету. Он у нас также проводится с 30 ноября по 6 декабря. Открытие этого фестиваля прошло у нас вчера в этнографическом комплексе «Усадьба Атласовых». В этом году в этом фестивале принимают участие 7 ресторанов из города Якутска. Все мероприятия у нас проходят в онлайн-формате согласно рекомендации Роспотребнадзора Якутии. Хотелось бы отметить рестораны, которые приняли участие в этом году. Это «Усадьба Атласовых», ресторан «Бекетов», «Хьюстон», рестобар «Крыша», ресторан «Мацури», «Китчен» и «Альпрана». Очень яркое и зрелищное мероприятие, которое проводится в рамках фестиваля «Зима» начинается в Якутии. Это грандиозный показ коллекций якутских дизайнеров Arctic Fashion Show. Расскажите подробнее об этом, кто принимал участие, какие отзывы получили участники показа. В этом году 2-й год уже проводится это мероприятие. Его проводит наше министерство совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусств. В этом году он прошел в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история», полностью в закрытом, к сожалению, формате, но его прямую трансляцию зрители с различных уголков страны могли смотреть на телеканале НВК «Саха», а также на специальном YouTube-канале.
Было большое достаточно внимание, у нас было много зрителей из центральной России, из города Москвы. На подиуме своей коллекции в этом году продемонстрировали 25 известных и молодых дизайнеров Якутии. Хотелось бы отметить, что вот для сравнения, к примеру, в прошлом году было показано всего 15 коллекций. И благодаря тому, что интерес со стороны московских дизайнеров к этому мероприятию достаточно высокий. К примеру, наши дизайнеры в этом году участвовали в очень престижном показе Mercedes-Benz Week Russia. Ну, пандемия внесла свои коррективы, но учитывая новый формат проведения фестиваля, большинство мероприятий онлайн, какие, может быть, новые мероприятия появились в этом году, которых раньше не было? Команда оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля прилагает большие усилия для того, чтобы фестиваль каждый раз удивлял и радовал жителей и туристов нашей республики. В этом году среди новых мероприятий стоит отметить это зимний Артленд-фестиваль Iceman Fest, который прошел в живописном месте в поселке Кангалассы, а также мультимедийный проект «Почему зима длиннее?» по мотивам якутских народных сказок от музея «Россия. Моя история». Недавно была создана и запущена единая площадка для предпринимателей. Называется она «Сделана в Якутии». Скажите, насколько она оказалась востребована местными предпринимателями и насколько она помогает все-таки продвижению товаров и услуг за пределами нашей республики? Действительно, для создания благоприятного имиджа местного производства, отображения его экологичности и уникальности продукции, правительством республики был создан особый бренд «Сделано в Якутии». Это товарный знак, который объединяет под одной маркой различные товары и услуги у нас производимые. Ведь местным предпринимателям достаточно сложно конкурировать, так как они несут большие затраты, связанные с выходом на федеральные рынки других регионов. И для этого как раз была создана такая единая торговая площадка, готовый маркетплейс, который выступает связующим звеном между покупателем и производителем-поставщиком данной продукции. Эта торговая площадка, она оснащена единой платежной системой, и любой покупатель может выбрать для себя подходящий товар либо услугу, заказать ее и оплатить сразу же на данном площадке. Хотелось бы отметить, что сопровождение и наполнение площадки ведет у нас Центр «Мой бизнес» Республики Саха-Якутия. И в случае наличия вопросов предприниматели всегда могут получить необходимую помощь и консультацию по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 800 100 ровно 58 80. Будет дана полная консультация по всем вопросам бизнеса, в том числе, как представить свою продукцию на электронной торговой площадке. А какая продукция сейчас представлена на этой торговой площадке? Какие товары и услуги можно там сейчас приобрести? В данное время на витринах маркетплейса у нас представлена национальная посуда, якутские ножи, ювелирные изделия, сувениры, экологическая продукция, одежда, а также услуги туризма. Наполнение маркетплейса ведется на постоянной основе. Максим Геннадьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как прошел фестиваль «Зима начинается с Якутии» и чем он запомнился участникам и зрителям в этом году, мы говорили с первым заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Максимом Карбушевым. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. И как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.